Да, в ближайшее время шли переговоры. Переговорщиком являлась общественная палата. Она уже должна была, уже идет трехнедельный срок давности, где решалась общественная организация, обратилась с просьбой встречи с президентом Республики Абхазия. Естественно, были несколько определенных поставлены вопросы, кто будет встречаться, общественность. Там, я, в принципе, лично предлагал, чтобы все общественности и оппозиционного блока, чтобы президент Республики Абхазия вышел на встречу, чтобы обсудили эти вопросы сегодня, которые стоят острым, которые проблемы, которые сегодня насущные проблемы сегодня в Абхазии, которые массируются у населения, чтобы президент мог ответить на прямые вопросы каждого ее гражданина Республики Абхазия, где бы он, в каком находился, то ли провластной оппозиции, то есть властной, то есть организации, или противовластной организации, или общественной организации. Решалось это долго. Вчера мы окончательный результат услышали. Сперва президент хотел в закрытом формате встретиться с общественностью, с оппозицией. Мы сказали, что у нас нету скрытность. Президент должен быть для народа, для каждого ее гражданина, кто бы он ни был, даже в одном числе, он должен быть открытым для общества. Мы настаивали о том, что была пресс-конференция с открытым приглашением журналистами и телевидением. Но вчера, когда уже вроде согласились, условия были 5 на 5, как-то это для меня очень странно, когда администрация президента выдвигает, я просто какой-то вижу какой-то абсурд, непонятно, это что у нас, это самое, какое-то заключение, договор или что-то там, когда идет уже судьбоносный народ Абхазии, который есть довольны, есть недовольствующие люди. Когда озвучили, кто пойдет навстречу, там было уже ограничено 5 человек, с нашей стороны, как заявили со стороны власти, 5 человек, и среди общественности 5 человек. Когда были озвучены фамилии, кто будет принимать участие в общественной палате, в том числе я входил в этот самый список, как общественник, не как оппозиционного блока. Я еще раз повторяю, что мы не являемся оппозиционным блоком, мы являемся общественной организацией объединений, объединяющей, можно так даже высказаться. Когда услышали, кто идет, и в основном было блок из героев Абхазии, которые идут там 5 человек, были такое услышаны, вы что там, провокацией хотите заниматься, это услышали от властей. То есть наши встречи с президентом, я считаю, что игнорировал наши встречи, и не состоялся это самое, то есть, с общественностью. То есть власть отказалась встретиться с нами. А основанием вот, чего было? Почему они отказались? Я вот сам хотел бы спросить у главы государства, в каком основании, почему не хочет встретиться с героем Абхазии и с общественностью. Вот я просто не знаю, почему, по какой почве. Я думаю, что он должен ответить за всего, кто бы он ни был, герой Абхазии или гражданин ее, даже простой гражданин. Но все-таки такой ответ мы вчера получили. К сожалению, мы считаем, что это игнорирование встречи с общественностью, особенно с нами. А кто были эти 5 человек со стороны общественности? Можете назвать? Наверное, здесь и секрета, наверное, уже и нету. Я, в первую очередь, входил в список. Герой Абхазии Ливан Микая, герой Абхазии Ладария Руслан, Батал Джопуа и еще один молодой парень. Я думаю, что он общественный, тоже из молодежи. Я сейчас точно не могу его фамилию вспомнить, извините, пожалуйста.